Главные события вторника, 9 января, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Кабмин России утвердил мастер-планы для 16 городов Дальнего Востока, в том числе Якутска и Нерюнгри. На реализацию проектов направят 3,5 триллиона рублей. Коммунальщики Якутии перешли в режим повышенной готовности в связи с сильными морозами. Они продлятся на большей части республики до конца недели. Подготовка к играм «Дети Азии» идет полным ходом. Премьер Якутии сегодня осмотрел ход ремонтных работ в спортивных объектах столицы. Освоить азы работы с компьютером и погрузиться в мир интернета. В Нижнем Куранахе появилась цифровая площадка для пожилых людей. Шаг в будущее. Школьники представляют свои проекты на республиканской научной конференции в Якутске. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока до 2030 года, в том числе столицы республики и города Нерюнгри. Мастер-планы предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктур, развитие курортных зон. Например, в Якутске на 25-29 годы планируют возвести Всемирный центр Мамонта. В общей сложности комплексные планы развития дальневосточных городов включают 743 различных мероприятия. Общий объем финансирования – 3,5 триллиона рублей. Глава Якутии Айсан Николаев провел рабочую встречу с мэром Якутска Евгением Григорьевым. Он рассказал главе региона о ходе работ по санитарному содержанию города, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и территориальных органов управления в праздничные дни. По итогам встречи руководству Якутска поручено обеспечить стабильную работу коммунальных служб и маршрутных автобусов. По последним данным, в первую неделю 2024 года общественный транспорт Якутска перевез 30 тысяч пассажиров. Исполнение графиков движения автобусов составило частными перевозчиками «Союз Авто» 90% и МУП «ЕПАК» 98,6%. В республике в текущем году планируется ввести 18 объектов образования. На уровне первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Садовникова были обсуждены вопросы, связанные со строительством и вводом новых образовательных учреждений. Большое внимание на совещании уделили школам в Якутске и в селах Намцы, Сунтары, Текюль и Бескюль с суммарным количеством мест более 1500. Всего в текущем году планируется ввести 84 объекта социального назначения. Бүгін тоқтауыда объекттар бұл планам Якутскайга хирбатақсыз оскола перестроить тутулла хаджар. 305 неместелях үс оскола намға хунтарга теккөлігер тутулла хаджалар. Онна те 305 неместелях оскола бескөлігер тутуллан керектәк. Опсая бұйыл 10 үйрәғыды объекттар керектәктір. Республика дүнен хылы атын біле социальный хайсқалақ объекттары вартын учеттатых ағуын төт объект керекті. В связи с сильными морозами все службы организации ЖКХ и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Во всех объектах организованы круглосуточные дежурства, аварийные и диспетчерские бригады готовы реагировать в случае возникновения аварийных или неполадок в работе. Также все котельные республики обеспечены топливом. Так, на предприятиях ЖКХ накопление углем составляет 486 тысяч тонн, нефтью 73 тысячи тонн. Также на местах есть 16 тысяч тонн газового конденсата и 10 тысяч тонн дизельного топлива. На особом контроле у нас завоз топлива в арктические и северные районы. На текущий момент в эффективном взаимодействии с Министерством транспорта Республики Саха-Якутия мы мониторим, качество автозимников и тот плановый объем топливно-энергетических ресурсов порядка 500 тысяч тонн, который планировалось завозить в навигацию. Все объемы выполнены 100%. И на текущий момент все муниципальные образования, все источники тепловой электрической генерации обеспечены топливом непосредственно на местах. Праздничные выходные дни в плане пожарной обстановки в Нерюнгринском районе прошли в штатном режиме. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона реагировали на техногенные пожары 4 раза. Из них 3 вызова были на возгорание автотранспортной техники и 1 вызов на пожар объекта торговли в поселке Чульман. В настоящее время по этим случаям проводится дознавание с целью установления причин и условий возникновения пожаров и виновных лиц.
Отмечу, что большую роль в снижении количества зарегистрированных пожаров на территории района играет сегодня профилактическая работа, которую проводят огнеборцы на регулярной основе. Есть такая динамика к снижению количества пожаров из года в год. А в праздничные дни также подразделениями гарнизона совместно с представителями администрации поселений, с представителями добровольных пожарных дружин, с представителями МВД проводились профилактические мероприятия в жилом секторе с проведением инструктажей в квартирах. Также проводились профилактические визиты на объектах социальной защиты с круглосуточным и массовым пребыванием людей. Подготовка к предстоящим играм «Дети Азии» идет полным ходом. Председатель правительства Кирилл Бычков проверил готовность 6 спортивных объектов. Среди них спортивный комплекс «Дахсон», Ледовый дворец Элей-Ботур и плавательный бассейн «Чулбон». На каком этапе сейчас находятся ремонтные работы, знает моя коллега Марина Захарова. В 2023 году на объектах были сделаны основные ремонтные работы. Заменили крыши, полы, сантехнику, систему оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения и автоматическую пожарную сигнализацию. В этом году же начнутся работы по косметическому ремонту. Кое-какие сроки мы сегодня подкорректировали. Были планы у подрядчиков начать работы в марте, кто-то собирался в апреле начать, исходя из того, чтобы объекты получали свою выручку в такие наиболее активные месяцы. Мы учтем для удобства жителей, чтобы они не были все одновременно начаты по всему фронту, чтобы можно было пользоваться этими объектами. Но абсолютно все работы сейчас в январе у нас, те, которые косметические остались, они будут проводиться. В Дахсоне был также проведен большой объем работ. Заменили электрику, сделали капитальный ремонт всех этажей и, самое главное, футбольного манежа. Теперь здесь новое и более качественное покрытие. А также полностью отремонтировали футбольный манеж. Поменяли лампы на электросветодиодные, 203 штуки. Мы получили от футбольного союза новое покрытие, футбольное покрытие, да, они очень дорого стоят. Отметим и то, что помимо нового футбольного поля, спортивный комплекс «Дахсон» также порадует новым скалодромом высотой в 16 метров от Федерации скалолазания России. На данный момент спортсмены занимаются на школьном скалодроме высотой лишь в 7 метров, когда как для международных соревнований необходима высота 15 метров. Мы получили от Федерации скалодрома России новые скалодромы, которые в этом году тоже мы поставим. Полностью покрасили стены, ремонт и под установку скалодрома демонтаж трибун сделали, утеплили, соответственно, покрасили. Также были осмотрены спортивный комплекс «Мадун», дворец спорта «50 лет Победы» и Центр спортивной подготовки «Триумф». Напомним, что во время проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» планируется задействовать 16 объектов спорта, 23 объекта размещения гостей и 24 объекта питания города Якутска. Модернизировали 9 объектов. Марина Захарова, Диустан Иннокентьев, Якутск. Заработная плата – основная социальная гратня работника, от которой зависит его благосостояние. В прошлом 2023 году для работников, относящихся к целевой категории, повышение зарплаты проходило в 2 этапа – в январе и в декабре. С 1 января этого года для этих же категорий работников вновь должно произойти повышение оплаты. Кроме целевых категорий существуют также и прочие, по которым вопросы заработной платы имеют нюансы. Порой у этих категорий работников заработная плата равна или немного выше минимального размера оплаты труда. Федерация профсоюзов всегда ставит вопрос о повышении зарплаты прочим категориям работников. В прошлом году с 1 апреля повышали заработную плату. В этом году с 1 января 2024 года прочим категориям работникам должны повысить заработную плату и на 5,5%. Мы хотим, чтобы данную заработную плату направляли на окладную часть оплаты труда. Напомню, с 1 января текущего года в России повысился минимальный размер оплаты труда. Это самое большое повышение в современной истории страны. МРОТ вырос сразу на 18,5%. Федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля. В Якутии с использованием коэффициента 1,7 в центральных районах составит 48 105 рублей, в северных районах до 53 878 рублей.
В России предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. Уточняется, что в настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексации составляет 20 472 рубля 77 копеек. Вступление в силу документа предполагается с 1 июля текущего года. Принятие законопроекта позволит улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, отмечается в пояснительной записке. Ну а тем временем с наступившего года в Якутии вводится ряд мер поддержки семей с детьми и повышается размер социальных пособий. Например, единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в первой зоне будет составлять 55 695 рублей, во второй – 46 650 рублей. Повышается и денежная выплата при рождении третьего ребенка до 27 847 рублей в первой зоне. Семьи, проживающие на территории второй зоны, получат 23 325 рублей при рождении третьего ребенка. Также размер республиканского материнского капитала теперь составляет 300 тысяч рублей. При этом для лиц, использовавших часть поддержки, сумма его остатка увеличится в 2 раза. С 2004 года действует новая мера поддержки молодых супружеских пар при вступлении в брак впервые, начиная с 2024 года. Важным условием является возраст супругов, который не должен превышать 25 лет, и проживание на территории республики обоих супругов. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Для ее получения необходимо одному из супругов подать электронное заявление на портале eyakutia.ru. Заявление очень простое, буквально занимает 2 минуты. Супругу необходимо предоставить реквизиты банковского счета, на который будут поступать денежные средства. Каждый 50-й малыш в Ленском районе будет получать по 50 тысяч рублей. Речь идет о 50-м, 150-м и 250-м рожденном ребенке и так далее. Меру поддержки вводят по линии Комитета по молодежной и семейной политике. Напомню, 100-й, 200-й и 300-й дети по-прежнему получают по 100 тысяч рублей. В Ленском районе в 2024 году всем молодым мамам продолжат дарить комплекты для новорожденным, а также всем роженицам из отдаленных населенных пунктов оплачивать проезд до родильного отделения в Ленске. На базе библиотечно-информационного центра поселка Нижний Куранах Алданского района появилась цифровая площадка для пожилых людей. Здесь взрослое поколение может освоить азы работы с компьютером и погрузиться в мир цифрового интернет-пространства. Продолжит тему Руслан Павлов. 5 стационарных компьютеров, 4 группы, 20 человек преклонного возраста и новые возможности в освоении цифрового мира. Вот итог государственно-частного партнерства. Районная библиотека имени Некрасова успешно приняла участие в грантовой программе золотодобывающей компании «Полюс» и реализовала проект «Библиотека без границ», направленный на адаптацию возрастной категории граждан в цифровом пространстве. Вообще ни для кого не секрет, что пожилые, одинокие люди, люди с ограниченными физическими возможностями испытывают дефицит общения. Многие из них не умеют пользоваться коммуникативными средствами и, конечно, компьютером тоже. И мы решили организовать такую школу. Средства гранта позволили закупить оргтехнику для создания зоны компьютерной грамотности, которую развернули на базе библиотечно-информационного центра поселка Нижний Куранах. Народная молва быстро разнесла добрые вести, а спрос сразу превысил предложение. Многие учащиеся поделились тем, что хотят работать в презентациях, хотят понимать, как регистрироваться, работать с государственными органами власти, веб-сайтами, такие как госуслуги, налоговая служба, пенсионный фонд и так далее. Поступила также заявка, что один из учащихся хочет работать в программе 1С. Целевая аудитория группы – это люди пожилого возраста с ограниченными физическими возможностями, которые нуждаются в приобретении базовых навыков работы с цифровыми устройствами и применять знания в решении повседневных бытовых задач. Кроме того, сюда приходят за живым общением, которого подчас не хватает. С компьютером я знакома, конечно, не на «ты», но хочется, чтобы мои знания достигли этого уровня. Хочу дальнейшего продвижения в этой сфере. Хочу работать в интернете именно через компьютер. Но для этого действительно нужны курсы. Мне еще подрастает ребенок, с которым тоже надо заниматься.
и по компьютеру в том числе. Записаться в группу и получить необходимый багаж знаний можно совершенно бесплатно, тем более, что данное направление, по словам руководства библиотеки, будет расширяться и распространяться в массы. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, поселок Нижний Курынах, Алданский район. В последние годы НВК «Саха» активно работает в сфере мультипликации. Компания уделяет большое внимание переводу уже полюбившихся русских мультфильмов на родной якутский язык. Так были переведены «Фиксики», «Мимимишки», «Три кота» и другие. Кроме этого, НВК «Саха» производит и свой собственный детский медиаконтент. В конце прошлого года анимационная студия компании выпустила 20-серийный мультсериал «Айтал Онна Аптах Кююс». Помимо этого, по просьбам детей вышло и продолжение анимационного сериала «Току». На сегодняшний день переведено где-то 807 серий. В 2023 году вышли «Турбозавры», «Мимимишки» и новые серии «Три кота». Току очень пользуется популярностью у наших маленьких зрителей. Мультики, которые перевели с русского на якутский язык, дети очень любят, потому что они уже знают эти мультики. В детских садах показывают наши мультики. И я считаю, что у нас очень хорошие просмотры в YouTube-канале. Возможность показать свои достижения в научном творчестве представилась на научно-практической конференции «Шаг в будущее» имени академика Ларионова. Мероприятие проводится с 1996 года и уже является основной площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся в регионе. Подробности расскажет Даяна Федорова. 28-я научно-практическая конференция собрала порядка 1800 участников со всех уголков республики. В течение 3 дней участники представляют научные работы перед экспертным советом в 42 подсекциях по 13 видам научной направленности. В этом году впервые принимают участие представители Приморского края и Чукотки. Мы хотим стать такой межрегиональной большой конференцией научной. Да, и, как всегда, у нас также много в этом году участников из северных арктических районов, улусов. И это очень важно. Мы сейчас активно применяем такие гибридные форматы. Это у нас онлайн-форматы, это очень важно. Да, кстати, ребята все участвуют в этом. В этом году появились новые направления, связанные с информационными и сквозными технологиями, а также программированием и искусственным интеллектом. Евгений Осипов занимается научной деятельностью более 5 лет. Он не раз принимал участие в конференциях, в том числе международного уровня. На конференции «Шаг в будущее» он представил 3D-ферму, с помощью которой из переработанного пластика печатаются елочные игрушки, символ года и специальные ампульницы для транспортировки препаратов в зону СВО. Ферма работает с мая 2023 года, но она была основана на 3D-лаборатории лицея, работающей еще с 2016 года. За время работы лаборатории ее мощности были подняты с 20 тысяч компонентов в год уже до 60, а с этого года выходим на новые мощности в 90 тысяч компонентов в год. В постерной части конференции участники очно представили более 1500 проектов. В работе экспертного совета принимают участие порядка 350 ведущих ученых, преподавателей и аспирантов. Конференция завершится 11 января, по итогам которой более 300 победителей получат путевки на всероссийский этап. Даяна Федорова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Январские морозы пришли в Якутию на большей части республики. Стоит холод в минус 47, минус 49 градусов. Из-за низкой температуры воздуха государственные образовательные учреждения республики объявили актированные дни. Учащиеся с 1 по 5 классы переведены на дистанционное обучение. Согласно прогнозу Якутского гидрометцентра, данная погода продлится до конца недели с возможным потеплением в выходные. На следующей неделе ожидается возвращение привычной низкой температуры. Субботу-воскресенье есть вероятность небольших отголосков тепла, который придет нам циклон на запад территории, там повысится температура, и немножко дойдет и до Якутска. То есть это будет ослабление морозов градусов на 3-5. То есть дневная температура 13-14 числа мы можем получить 40 и даже немножко выше. Ну и далее новая порция холода, и мы придем опять к нашим же так называемым крещенским морозам. Опять вернемся к температуре ночной 43-48, ну и дневная 2-3 градуса теплее.
Ленские спортсменки стали победителями на всероссийских соревнованиях и Кубке России по киокусинкай карате, которые прошли в Новосибирске 23 декабря прошлого года. Результаты стали ожидаемы, девочки подают большие надежды, и для них победа в соревнованиях такого уровня уже не впервой. Подробности в следующем материале. Диана Семчук и Елизавета Дерменджи одержали победу во всероссийских соревнованиях и Кубке России по киокусинкай карате. Для Дианы это победа вторая. В прошлом году она завоевала золотую медаль на 33-м первенстве Российской Федерации в городе Москва в весовой категории до 40 килограмм. Елизавета в прошлом году принимала участие во всероссийских соревнованиях и стала серебряным призером. В этом году одержала уверенную победу. Боролась за звание лучшей она в категории юниорки 16-17 лет весом до 60 килограмм. Победа досталась нелегко. Соперницы, рассказывает спортсменка, попались серьезные. Соревнования, конечно, очень крупные, серьезные. Свое выступление тоже рада собой, своим результатом. Соперники достойные попались. Было, конечно, нелегко, но все-таки добилась этого трудом тренеров. Такой успех, признается Лиза, благодаря бывшему тренеру Олегу Долбараеву, который много лет занимался с девочкой. Сегодня он переехал в Новосибирск, но в тренировочном процессе спортсменки принимает участие регулярно. На соревнованиях Олег Артемович тоже присутствовал. Он их с нуля начинал, вот нас он встретил там. И когда выводишь соперника, точнее спортсмена, все зависит тоже от тренера, кто выводит. На это тоже обращают внимание, потому Олег Артемович выводил девочек. Мы там вместе подбирали стратегию, как участвовать, смотрели бои соперников, подбирали стратегию, чтобы они выступали. Слаженно работаем. С Олегом Артемовичем тоже созваниваемся постоянно, он спрашивает, что делаем. Тоже принимал участие в подготовке. На первенстве России представляли наш район 4 спортсменки. Виктория Грудинина не заняла призовое место, но девушка не расстроилась. Уверена, что все еще впереди. Собой довольна, выступила достойно. Соревнования были хорошими. Мне очень понравилось участвовать. Все было организовано хорошо. Было сложно. У меня была соперница немного, походу, неопытная, потому что она меня ударила в лицо несколько раз. С августа прошлого года тренировки по киокусинкай карате ведет новый тренер Юрий Кутилов. Сегодня он готовит девочек к соревнованиям катана Кузбасса, которые пройдут уже в конце февраля в городе Кемерово. А в марте девочкам снова предстоит принять участие в первенстве России. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.